Горная Мача – это необыкновенно живой край, со своей трагичной историей, где в срезе времен можно проследить нелегкую судьбу загнанных в ущелье сагдийцев, наглядно иллюстрирующую нелегкую долю таджикского народа, неоднократно гонимого и вытесняемого с исторических земель. Гордый горный край по-прежнему таит в своих скалистых расщелинах тайны древности, многие из которых можно ощущать лишь сердцем. Жемчужина горной Мачи – крепость в селении Падаск, которая хранит в себе немало тайн сагдийцев, к числу которых относится и древнейшая монотеистическая религия зороастризм. Падаскская крепость хранит в себе развалины древнего городища с зороастрийским храмом, и вся горная Мача испещрена подземными тоннелями, являвшимися древней системой ирригации. До сих пор еще местные жители находят так называемые тоннели, поражаясь качеству древних сооружений. Вход в один из тоннелей расположен в 5 километрах от селения Табуши. Мачинцы – древний народ, имевший историю более 30 тысяч лет. Народ, воспитавший львов в колыбелях высоких гор, показавших свою храбрость и отвагу. Есть предание, что когда-то Ахмад ибн Асад принес своего сына Исмаила в Мачу, где он жил там некоторое время. Мачинцы считались храбрыми воинами саманидского государства. Традиционно день Мачинки начинается с раннего утра. Встает она с восходом солнца, делает приготовления для намаза, доит коров, готовит завтрак, а также тесто для хлеба, занимается выпечкой хлеба. Помимо этого на ее плечах также забота о детях, родителях мужа, гостях, а также работа в поле и уборка дома. Учитывая, что мужчины занимаются в основном вопросами сбыта картофеля в город, приобретением необходимых товаров, работой в поле и выпасом скота, хотя выпасом скота также занимаются и женщины. Молодежь весь август проводит на склонах, ребята косят траву, заготавливая ее на зиму. Смуглые лица жителей – лишь результат загара. Внешне мачинцы относятся к типичному европеоиду: голубые глаза, светлые волосы, нередко блондинистые, рыжие. Объясняется это, конечно, не визитом в Мачу Александра Македонского. Просто жители горной Мачи меньше равнинных таджиков пострадали от ассимиляции с захватническими племенами арабов, монголов. Человеческая нога ступила в горную Мачу еще в глубокой древности. Об этом свидетельствует множество оставленных на территории долины петроглифов, изображений на камне бронзового века. Рисунки древнего человека изображают горных коз, дома с крышами, охотников-лучников, солнце, колесо. Некоторые рисунки практически не поддаются объяснению. Еще один неоднозначный для мачинцев вопрос – басмачество, то есть вооруженное движение против советской власти на территории республик Средней Азии. Горная Мача, согласно советской историографии, являлась одним из центров басмачества. После установления советской власти в Маче в 1918 году красногвардейцы были разгромлены и Мача была провозглашена бегством. Молодежь в большинстве своем поддерживает басмачей, видя в них лидеров освободительного движения против русских захватчиков.